На оккупированном Восточном Туркестане антигуманные действия китайцев не знают границ. 73-летнюю женщину с опухолью головного мозга бросили в концлагерь. По словам Гульфии Казибек из Восточного Туркестана в Мухаджарате, у ее 67-летней матери Анархан Казибек в 2017 году была обнаружена опухоль головного мозга. Она была похищена, когда ее семья готовила деньги на операцию, была приговорена к 12 годам лишения свободы в июле 2018 года. Хотя дети Анархан просили освободить ее из тюрьмы после того, как больница определила процедуру по этому вопросу и другим заболеваниям, таким как болезни сердца, диабет и кровоизлияние в мозг, полиция не прислушалась к этой просьбе. Репортеры радио «Свободная Азия» прибыли в концентрационный лагерь Байгюль-Гюльджашир, Восточный Туркестан, и получили информацию об Анархане Казыбек. В телефонном разговоре с персоналом тюрьмы радиорепортерам стало известно, что болезнь Анархан Казыбек ухудшилась. Международная ассоциация НПО Восточного Туркестана опубликовала письменный пресс-релиз о недавнем визите международной дочерней организации Объединенных Наций «Восточный Туркестан». 4 сентября Синьцзян посетила группа представителей с главой Департамента трудовых норм Международной организации труда Корин Варга, сообщает Никей Эйша. Визит, который состоялся вдали от международных СМИ, освещался местными китайскими СМИ в пропагандистских целях. Китайский режим использует эту поездку, чтобы скрыть и отрицать принудительный труд и другие нарушения прав трудящихся, которые подверглись резкой критике в мировом сообществе. Мы требуем, чтобы Международная организация труда раскрыла истинное положение в Восточном Туркестане и проинформировала международное сообщество из надежных источников, не обманываясь лживой пропагандой Китая, говорится в заявлении. Во время своей поездки на Дальний Восток президент США Байден подписал торговые соглашения с Вьетнамом в попытке положить конец монополии Китая на полупроводники. После встречи с президентом Во Ван Тхонгом и спикером Национального собрания Вуанг Динхюэ он завершил свой визит во Вьетнам. Лидеры двух стран обменялись мнениями по торгово-экономическому сотрудничеству, обсудили планы Вьетнама по выходу на уровень стран с высоким уровнем дохода и переходу на чистые источники энергии. Байден сказал, что ожидает увидеть Тхонга на встрече лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Бронепоезд с северокорейским лидером Ким Чен Ыном въехал на территорию России. Ожидается, что Ким Чен Ын встретится с президентом России Владимиром Путиным. По сообщениям российских СМИ, бронепоезд с Кимом утром пересек российскую границу и прибыл на железнодорожную станцию Хасан в Приморском крае Дальневосточного федерального округа. Министерство обороны Тайваня заявило, что китайский авианосец Шаньдун скоро будет подходить к острову. Авианосец Шаньдун военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая прошел в 60 морских милях от мыса Элуанби на южной оконечности Тайваня, говорится в заявлении министерства в социальной сети X. Активность на море началась после того, как два военных корабля ВМС США и Канады прошли через Тайваньский пролив 9 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, руководство Армении признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. «Я не думаю, что Армения отказалась от союза с Россией. У нас нет проблем с Арменией и Пашиняном».